حديث عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر متفق عليه. Так от Сахля бн Саада передает, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: люди будут пребывать во благе до тех пор, пока будут торопиться с ифтаром. Хадис, который передали оба имама. Так сказано: ля язалю нас, ля язалю. То есть будут все время люди пребывать во благе. Люди. Под людьми имеются в виду кто? Под людьми имеется в виду, конечно же, здесь постящиеся. То есть хоть здесь слово «и» имеет форму «ам», то есть общего указания, как бы все люди. Но на самом деле имеется в виду, не все люди, имеется в виду именно постящиеся. Это называется «ам урида бихи хас», то есть общее указание, под которое имеется в виду особое указание, конкретное указание. То есть речь идет именно о постящихся. И именно постящиеся имеется в виду какие из числа мусульман. То есть саймун и муслимун, мусульмане постящиеся. Потому что неверные, те, которые не верят в ля иляха илляллах Мухаммаду Расулуллах, если это неверно, то сколько бы они ни постились, их пост не принимается от них. Потому что для каждого ибада, для каждого вида поклонения условием является то, что человек должен быть верующим, должен быть мусульманином. То есть ислам является условием. Поэтому те, которые не веруют, они не могут пребывать во благе, хоть даже не постятся, хоть они даже терпят голод или испытывают жажду. В этом хадисе пророк, алейхиссалату вассалям, сообщает нам о том, что если люди будут торопиться с ифтаром, аль-фитр, то они будут пребывать во благе. Что значит пребывать во благе? Здесь сказано «ля язалю насу бихайр», то есть используется предлог какой альба, да, бихайр. Значение его, то есть вместе с благом, то есть благо будет сопровождать их, благо будет вместе с ними, будет благо. Аль-фитр, под фитр подразумевается какое разговление? Разговление после поста. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал вообще аль-фитр, то есть любое разговление. Не сказал, что чем-то именно, каким-то чем-то конкретным разговлением. То есть, значит, любое разговление, чем бы человек не совершил это разговление, то есть ифтар, если люди ускоряют, то есть торопятся с ифтаром, делают его в самом начале времени наступления его, то тогда они будут пребывать во благе. Какие выводы из этого хадиса? Во-первых, в этом хадисе есть указание на установленность такой вещи, как аль-фитр, то есть ифтар. Да? Ифтар. Откуда мы взяли этот вывод отсюда? Раз здесь сказано о награде за одно из качеств ифтара. Какое качество ифтара? Совершение его в начале времени. И за это есть награда. Раз за качество есть награда, значит указывает на то, что само это действие, оно тоже, что установлено в исламе. То есть это называется машруа, да, машруия. Второй вывод, что является установленным в исламе торопиться с фитром, торопиться с ифтаром. Но когда? Не значит, конечно, что раньше времени. Торопиться с ифтаром значит, когда есть уверенность, то есть если село солнце, люди удостоверились в том, что солнце село, тогда наступает время ифтара, и тогда нужно сразу совершать его. Надо разговляться. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Иза акбаля лейлю мин хахуна», если ночь идет оттуда, то есть со стороны востока, да, идет ночь, «ва адбаран нахару мин хахуна», а день уходит туда, то есть в сторону запада, «ва гарабати шамс», и село солнце. Исчезает солнечный диск. Хорошо. Вот сразу после этого наступает время ифтара. Это и есть время ифтара. Обязательно нужно удостоверяться, конечно, в этом. Или должна быть уверенность в том, что солнце село и наступило время ифтара, либо основанием является то, что называется в арабском языке галябатузан, то есть весомое предположение, что это так. Если же человек склоняется, то есть более весомое предположение, что солнце еще не село, тогда нельзя делать ифтар, нельзя торопиться с ифтаром, да, в это время. Или у него есть сомнения, село солнце, не село солнце, он колеблется, тоже нельзя. Или он точно знает, что оно не село, тогда тоже нельзя, тогда тоже харам. Получается у нас
переносить ифтар, делать его раньше времени, совершать ифтар нельзя в 3 случаях. 3 случая. Первый случай когда? Первый случай когда? Когда человек точно знает, что солнце еще не село. Нельзя. Второе, если он сомневается. Шек это наполовину, 50 на 50. Когда он сомневается, село солнце, не село солнце, тоже нельзя. И третье, если он склоняется к тому, что солнце еще не село, тоже нельзя. И 2 случая, когда установлен ифтар в это время. 2 случая, это когда либо человек уверен в том, что солнце село, либо он склоняется к тому, хорошо, весомое предположение, что солнце именно уже село. Если человек сомневается, село солнце или нет, значит, есть и делать ифтар нельзя. Так же, как можно есть, можно продолжать есть, если человек сомневается, родилась ли утренняя заря или нет. Утренняя заря, аль-фаджр, появилась уже или нет, человек сомневается. Значит, пока еще можно есть. Наоборот, нельзя есть, пока ты сомневаешься, село солнце или не село солнце. Почему? На основании того правила, что вещь, она остается в том виде, в каком была, пока не будет уверенности, не выяснится, что она изменилась. Хорошо? Здесь у нас, если говорить о начале поста, то есть появился фаджр или не появился фаджр еще, заря родилась или нет, здесь у нас основа какая? Бакаулей, то есть что продолжается ночь еще. Продолжается ночь. Поэтому пока еще можно есть. А наоборот с ифтаром дело обстоит как? Что основа аль-аср, что еще пока остается день. Остается день. Поэтому делать ифтар при наличии сомнения нельзя. Если же человек удостоверится в том, что солнце село, например, увидел все, солнечный диск сел за горизонт, все, опустился. Все ясно здесь, нет никаких сомнений, все. Можно и нужно разговляться. И на это есть доказательства из книги Аллах Субхану Тааля, сунны пророка алейхиссалату вассалам. Аллах Субхану Тааля говорит: «Сумма атимму сияма иля лейля», потом продолжайте пост до наступления ночи. Пророк алейхиссалату вассалам сказал: «Иза акбаля лейль мин хауна, вадбара нахару мин хауна». То, что мы сами сказали, если ночь идет оттуда, день уходит туда, вагарабати шамс, и село солнце, факад афтара саим, то наступило время ифтара для постящегося. Так, если человек точно знает, что село солнце, все, проблем нет. Да? Если склоняется он, это называется галибату занн, склоняется, что, скорее всего, солнце село, тоже ему разрешается делать ифтар, или даже это установлено для него совершение ифтара. Доказательство какое? Доказательство на это хадис от Асма бинт Аби Бакр. Асма бинт Аби Бакр, хадис, который приводится в Аль-Бухари, она говорит: «Афтарна фи йоми гайбин аля ахдин наби саллаллаху алейхи вассалям». Однажды, в день, когда было облачно, мы совершили ифтар во времена пророка алейхиссалату вассалям. А после этого появилось солнце. То есть они думали, склонились к тому, что уже солнце село. А потом вдруг оно что? Показалось еще после этого. Этот хадис указывает на то, что значит можно ориентироваться на что? На галибату занн, то есть на весомое предположение человека. Что он склоняется, что это так, скорее всего, это так. Можно ли сказать, что сподвижники в этом случае, во времена пророка алейхиссалату вассалям, что люди были уверены в том, что солнце село? Нет, не может быть, потому что солнце потом появилось. Значит, они не были уверены. Значит, они основывались на чем? Основывались именно на галибату занн, то есть на весомом предположении. На весомом предположении. Если человек, например, находится в какой-то комнате, где нет окон, то есть он не может посмотреть, солнце село или не село, наступила ли ночь, наступил ли вечер или нет. Но есть какое-то косвенное обстоятельство, карина, которое указывает ему на то, что солнце уже село, и заставляет его склоняться к тому, что солнце уже село, к этому весомому предположению, галибату занн, то тогда человек ориентируется на это и разговляется. Хорошо? Но должно быть карина, то есть какое-то косвенное обстоятельство, указывающее на это. Может ли служить таким обстоятельством то, что человек указывает, что-то очень долго, что-то медленно день идет? Нет, это не карина. Почему? Потому что человек, когда он голоден или когда он сильно хочет пить, ему кажется, что долго идет. Но, например, если человек читает обычно после асра до магриба, до заката солнца 5 джузов из Корана, и знает, что когда он читает эти 5 джузов, уже солнце садится, и обычно уже наступает ночь. Это будет служить основанием для галибату занн, для весомого предположения, на которое можно ориентироваться? Да, здесь будет.
Здесь будет. Часы. Все ли из нас смотрят на солнце? Все ли из нас определяют ифтар по солнцу? И потому ночь с востока идет, и на запад уходит день. Многие нет. На что ориентируются люди? На часы. Ориентир по часам – это ориентир якин, убежденность, или ориентир галябатузлан, весомое предположение. Весомое предположение, потому что якин, убежденность – это когда что? Видим наступление ночи, и солнце село. Ночь идет оттуда, солнце здесь село. Это якин, это убежденность. А часы, что? Тут может быть, что они неправильно. Но галябатузлан, то есть весомое предположение, что наступила ночь и наступило время ифтара. Должен ли человек проявлять осторожность в отношении часов? В отношении часов, если он боится, что они спешат, тогда нужно проявлять осторожность. Хорошо. Другой вывод из этого хадиса – награда за раннее совершение ифтара, конечно, после наступления его времени. Хорошо. За ускорение времени ифтара, за это есть награда. Потому что пророк алейхиссалату вассалям говорит, что люди будут пребывать во благе. То есть такой человек, он будет сопровождаться благом, добром. Другой вот из этого хадиса, что деяния, они не одинаковы по своему уровню. Хорошо. Пророк алейхиссалату вассалям здесь связал награду человеку за что? За ускорение им ифтара, за раннее совершение ифтара. Если бы это не было лучше, чем совершение ифтара позже, тогда бы не было бы этой награды. Поэтому одно из доказательств превосходства деяния над другим – это наличие за это деяние какой-то дополнительной награды, которой нет за другое деяние. Хорошо. Это одна из семи причин или указателей на превосходство деяния друг над другом. Это наличие награды за деяние, которое нет за другое. Другой вывод из этого хадиса, что если люди откладывают с ифтаром, то это причина для зла. Причина для зла. Откуда мы это взяли? Это мы взяли уже из понимания этого хадиса. В хадисе сказано, что люди будут во благе, пока будут ускорять ифтар. Значит, мы можем сделать вывод, это называется мафхум, то есть извлечь такое понимание, что значит, если люди будут откладывать с ифтаром, значит, это приведет к чему? Наоборот, к плохому. Другой вот из этого хадиса мы берем, значит, из этого вывода, который сейчас сделали, значит, те ахлюль бида, то есть люди, последователи нововведений, приверженцы ереси, они откладывают футур, откладывают ифтар и говорят, нужно немножко отложить. Некоторые говорят, много отложить. Другие говорят, до звезд, до появления первой звезды нужно отложить. И насмехаются даже над последователями сунны за то, что они вовремя делают ифтар в самом начале его времени. Хорошо, спешат с ифтаром, смеются над ними, говорят, вот они со своими нафсами не могут совладать, вот они быстрее стараются, вот нужно подождать, пока звезда появится и так далее. Что мы скажем? Наоборот, эти люди, которые делают так, они как раз-таки не во благе, они как раз пребывают во зле. Потому что пророк алейхиссалату вассалям говорит, во благе те, которые ускоряют ифтар. Во благе имеется в виду какое благо? Благо имеется в виду религиозное благо, хорошо? То есть наполнение сердца светом, раскрытие груди для имана. Значит, последователи бида лишаются этой возможности. Лишаются этой возможности, откладывая ифтар, этого блага. Благо чего? Укрепление имана, усиление этого света в сердце. Другой вывод из этого хадиса, то, что Аллах Субхану ва Тааля, Он любит, чтобы рабы ускоряли, совершали ифтар в начале его времени. Потому что Аллах Субхану ва Тааля любит, отсюда вывод мы делаем, что Аллах Субхану ва Тааля любит, когда люди пользуются облегчениями Аллаха Субхану ва Тааля, его рухас. Откуда такой вывод? Раз Аллах Субхану ва Тааля дал награду и сказал, что будет благо тем, которые ускоряют ифтар, наградил их за это указано на то, что значит Он любит это и любит этих людей. Хорошо? Если Аллах Субхану ва Тааля награждает за что-то, значит любит это. И много других примеров. И на это указывает хадис аль-Кудси. Пророк алейхиссалату вассалям говорит о том, что Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Инна рахмати сабакат гадаби». Милость моя опережает, то есть милость Аллаха Субхану ва Тааля опережает мой гнев, говорит Всевышний Аллах. Поэтому все, в чем есть благо для рабов, в чем есть милость для них, это все входит в этот хадис Кудси, который мы сейчас сказали. И в слова Аллаха Субхану ва Тааля в Коране: «Юриду Аллах бикумуль юсра, ва ла юриду бикумуль усра». Аллах хочет для вас облегчения, не хочет для вас тягости. Можно ли извлечь из этого хадиса вывод, что значит
порицается в религии такая вещь, как танатту, то есть чрезмерная строгость, чрезмерная вот эта щепетильность, усложнение религии. Да, порицается. Почему? Потому что ускорение ифтара, оно противоречит чему? Вот этому вот понятию танатту, то есть излишествование в религии. Некоторые люди говорят, нет, я не буду разговаривать. Видишь, что солнце садится, уже село, я не буду разговляться, нет, пока вот часы мои не покажут. Или я не буду разговляться, пока муаззин не прочитает азан. Почему должен муаззин прочитать азан? Если ты видишь, что солнечный диск зашел, его нет уже сейчас. Почему-то нужно ждать муаззина. Ориентир Пророк саллаллаху алейхи ва саллям установил не чтение азана, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям установил в качестве ориентира закат солнца. Это что касается этого хадиса.